Встреча министра иностранных дел Абхазии Олега Барцыц и сирийского министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Асада Хасана Аль-Шайбани состоялась во дворце Тишрин в Дамаске на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба МИД Абхазии, стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся межгосударственного абхазо-сирийского сотрудничества. Были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки, в частности, ситуация на Ближнем Востоке. Олег Барцыц также поблагодарил своего сирийского коллегу за достаточно четкую и однозначную позицию руководства Сирии в вопросах дальнейшего развития и укрепления межгосударственного сотрудничества с Республикой Абхазия. Учитывая транзитные возможности Абхазии, обсуждалась перспектива развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов. Такой подход позволит создать предпосылки для развития торговли и бизнеса между нашими странами. В ходе встречи было подтверждено твердое стремление укреплять и всемирно развивать сотрудничество между странами, расширять взаимодействие в экономике и культуре. Министры, в частности, обсудили предстоящее участие Республики Абхазия в 62-й Дамасской международной ярмарке, которая пройдет с 27 августа по 5 сентября и является крупнейшей международной выставкой-ярмаркой в регионе, заявили в абхазском внешнеполитическом ведомстве. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц пригласил коллегу посетить Абхазию с визитом. Также он передал от лица президента Абхазии Бадры Гунба письмо с приглашением в адрес президента Сирии Ахмеда Хосейна Аш-Шара посетить Абхазию в любое удобное время. Стороны по итогам встречи выразили обоюдную готовность к дальнейшему развитию и укреплению абхазо-сирийских межгосударственных взаимоотношений. Отметим, что визит абхазского министра состоялся на фоне призыва в Тбилиси к новым властям Сирии отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Ранее представитель Комитета парламента Грузии по международным отношениям Николас Самхарадзе сообщил, что Тбилиси попросил о содействии Турции в отзыве признания Сирии независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, грузинские оппозиционные партии направили требования об отзыве признания Республики Абхазия и Республики Южная Осетия новым властям Сирии. Также, как сообщает наше внешнеполитическое ведомство, в рамках рабочего визита министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барцыц в Сирийскую Арабскую Республику состоялся ряд встреч с представителем абхазо-адыгских и черкесских диаспоральных объединений в Сирии. Во встречах приняли участие руководители диаспоры, председатель Адыга Хасы Гасан Шора, председатель Черкесской благотворительной ассоциации «Солидарность» господин Абдул-Рахман Багаса и председатель абхазо-черкесской диаспоры в районе Кисуа Фахми Абаза. Представители диаспоры тепло встретили делегацию Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Олегом Барцыц. В ходе встреч, которые проходили в разных районах, обсуждались ключевые вопросы, касающиеся поддержки диаспоры и укрепления ее связей с исторической родиной. Присутствующие на мероприятиях интересовались тем, как проходит визит министра в Сирию. Олег Барцыц рассказал о прошедшей встрече с сирийским коллегой, министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Асадом Хасаном Аль-Шайбани, в ходе которой обсуждались различные вопросы как политического, так и торгово-экономического характера. В ходе встречи главы МИД Сирии заявил о приверженности нового руководства республики в дальнейшем развитии и укреплении отношений с Республикой Абхазия. На состоявшихся встречах глава внешнеполитического ведомства Абхазии обещал принять дополнительные меры для того, чтобы представители абхазо-адыгской и черкесской диаспоры, проживающие в Сирии, имели возможность приезжать на свою историческую родину. Министр подчеркнул, что в Абхазии при поддержке государства реализуются программы, позволяющие получать высшее образование представителям абхазо-адыгской и черкесской диаспоры. Олег Барцыц передал приветствия и наилучшие пожелания представителям диаспоры от президента Абхазии Бадры Гунба. Было отмечено, что руководство Республики Абхазия уделяет особое внимание своим соотечественникам, проживающим за рубежом, и продолжит оказывать им максимальную поддержку. Напомним, что Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2018 году. Документы об установлении дипотношений с республиками подписал тогдашний президент Башар Асад. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Сирией, установленные в 1994 году.
другим темам. Обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии является ключевой задачей международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, заявили в МИД России по итогам 64-го раунда женевских дискуссий. В практическом плане речь должна идти о предоставлении со стороны Тбилиси гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала, оформленных в виде соответствующего соглашения, говорится в сообщении. В Москве считают, что дальнейшей стабилизации ситуации в регионе могло бы способствовать подтверждение в рамках дискуссий примиренческих заявлений грузинских властей в отношении Республики Абхазия и Республики Южная Осетия с их переводом в практическую плоскость. Целесообразность скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силы, контроля со стороны Тбилиси над бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с Альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях Североатлантического блока, заявили в МИД России. Участники дискуссий констатировали относительное спокойствие на земле. Этому содействует функционирование созданных под эгидой женевских дискуссий диалоговых каналов, включая горячие линии связи, а также механизм по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-юго-осетинской границе. Безопасность в регионе могло бы заметно укрепить скорейшее возобновление работы такого же механизма на грузино-абхазской границе в Гале, а также запуск делимитации государственных границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. Но эти постоянно возникающие вопросы пока никак не нашли своего практического осуществления. Работу на гуманитарном треке международных женевских дискуссий по-прежнему серьезно затрудняет ежегодно инициируемая Грузией крайне политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Ее очередная редакция была принята буквально за несколько дней до открытия июньского раунда. Попытки грузинской стороны навязать параллельное обсуждение указанной проблематики на других, кроме формата дискуссий, международных площадках, на которые официальные представители Сухума и Цхинвала лишены права доступа и, как следствие, возможности представить свою принципиальную позицию на этот счет, будут и далее блокировать рассмотрение профильных тем в рамках дискуссий. В условиях фактической потери Швейцарии декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к вводимым коллективным Западом санкционным режимам в отношении Москвы вопрос о переносе регулярных заседаний, дискуссий из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место сохраняет актуальность, отметили в Москве. Следующий раунд женевских дискуссий намечен на ноябрь.